الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. В Коране есть один очень удивительный аят, который был ниспослан к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, контекст обращения было к пророку, однако это касается каждого из нас. Но перед тем, как упомянуть этот аят, я хочу рассказать, что было до ниспослания этого аята. Была битва при Ухуде, то есть после битвы при Бадре, где мусульмане одержали победу, альхамдулилля, с помощью и милостью Всевышнего Аллаха, была битва при Ухуде. Но она отличалась по результатам, по течению, по предпосылкам этой битвы, сильно отличалась от битвы при Бадре. И мекканцы, решив взять реванш, выступили с большим войском, чтобы стереть Медину с лица земли. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, узнал об этом, со сподвижниками посовещавшись, решили выступить, встретиться у Медины рядом с горой Ухуд. И когда шли к месту сражения, треть войска покинула его. Потому что лицемеры начали сеять смуту и говорить: вот Мухаммед собрал своих сподвижников, своих сторонников, а кто же защитит наши дома, кто защитит наших жен, наших детей и так далее. Посеяли смуту и отговорили 1/3 всего войска, чтобы они вернулись. И дальше случилось сражение, и в этом сражении 50 сподвижников, которыми были лучники, которых пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поставил на гору, которая маленькая такая гора, холмик, рядом с горой Ухуд, которая сейчас называют ее уже Джабаль-Рума, гора лучников, тогда она называлась Джабаль-Айн. И из 50 этих лучников 40 ослушались пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и спустились с этой горы, чтобы собирать военные трофеи. Когда увидели, что на первый взгляд, враги, которые пытались воевать, вдруг среди их рядов посеялась паника, они начали убегать. И в этой войне был такой момент, когда рядом с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, не было никого, кроме 15 или 16 сподвижников, которые просто взяли пророка в кольцо и защищали его своими телами. То есть кто-то запускает стрелу, кто-то ударяет мечом и так далее. И именно вот в этой битве Иблис сам закричал во все горло: Мухаммада убили, пытаясь сломить тем самым боевой дух и моральный подъем у сподвижников, у мусульманского войска. И в итоге, то есть представляете ситуацию, очень был тяжелый день, очень было такое событие, и там, как говорят историки, ни одна из сторон не одержали победу, ни мекканские курайшиты не достигли своих целей, и мусульмане не смогли переломить ход событий, и много пострадали. Именно вот в этой битве пали мучениками больше 70 сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И после всего этого Аллах субханаху ва тааля ниспосылает 159 аят суры Аль-Имран. Аллах сказал: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Кому? К своим сподвижникам. И если бы ты был грубым и жесткосердечным, то они непременно разошлись бы от тебя, покинули бы тебя. Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах, и когда ты примешь решение, то уповай на Всевышнего Аллаха. Ведь Аллах любит уповающих. Вот представляете, какое было тяжелое сражение, какой был... То есть после этого, как было тяжко пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и даже после этого Всевышний Аллах говорит: не будь
жестокосердечным к своим сподвижникам. Будь мягким к ним, да? Не допускай каких-либо грубостей, резкостей, иначе они могут просто разойтись от тебя, покинуть тебя. И вот здесь вот Всевышний указывает пророку, саллаллаху алейхи вассалям, что его мягкость – это и есть дар Всевышнего. Аллах сказал: по милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. И поэтому, вот если этот аят применять ко всем к нам, да, если у меня, у тебя или у кого-нибудь другого отсутствует эта мягкость, значит ты обделен. Значит ты лишился большой милости Всевышнего. И тебе нужно стремиться к этому. Нужно сделать так, чтобы у тебя проявлялась вот эта вот мягкость по отношению к окружающим людям. И, конечно же, Всевышний Аллах называет это подарком, называет это своей милостью. Значит, обладать этим – это то, к чему мы должны стремиться. Мягкость – это не является качеством слабости. Мягкость не является качеством, кто-то говорит, да это дети, там, женщины там, и так далее. Мужчина должен быть железным, строгим, там, да, таким прямо камнем, таким кремнем, да, некоторые говорят. Нет. Мягкость в отношениях – это то, чем одарил Всевышний пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И тоже вот нужно задуматься, да, вот из этого аята Аллах призывает быть мягким пророка призывает быть мягким к своим сподвижникам. И если ты был бы грубым и жестокосердечным, они бы разошлись бы от тебя, покинули бы тебя. Теперь представьте, кто такой пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям? Это самое любимое создание Всевышнему Аллаху. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, является господином всех пророков и посланников. Когда случилось Исра и Ми'радж, ночной перенос из Мекки Аль-Акса, а затем возвышение на небеса, кто совершил коллективную молитву? Всем пророкам и посланникам. Это Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому он самое любимое создание Всевышнего Аллаху среди людей. Его сподвижники, кто это люди? Это были люди самыми лучшими людьми, обладающие самым лучшим нравом. И по своей верности, по своей лояльности, по своему уму, разуму, по мудрости, это были лучшими людьми. И несмотря на это, Всевышний предписывает пророку, как обращаться к этим людям. Понимаете? И поэтому, если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему нужно было, чтобы он был мягким со своими сподвижниками, то что же говорить об остальных? То что же говорить о нужде других людей в этой мягкости в своих отношениях? И поэтому, уважаемые братья, вот как бы ни менялись времена, какие бы события ни происходили, это должно оставаться. Это должно применяться, и в наших отношениях это должно проявляться. И вот теперь, смотрите, да, этот аят говорит: по милости Аллаха ты был мягок к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердечным, они бы покинули бы тебя. Обращение к пророку. Просто уберите контекст пророк. Поставьте слово директор. Поставьте слово руководитель. Поставьте слово прораб, бригадир, я не знаю, там, хазрат, может быть, да? Еще кто-нибудь, преподаватель, там и так далее. Муж, жена, мать. Поставьте эти слова и прочитайте аят еще раз. По милости Аллаха ты был мягок к ним. Если бы ты, о руководитель, если бы ты, директор, управленец, да, друг, отец, мать, если бы ты был бы грубым и жестокосердечным, то они бы покинули бы тебя. Они бы не стали бы тебя воспринимать или же всерьез. Они бы не стали бы тебя любить. Они бы не стали бы проявлять доброе отношение. Они не стали бы быть эффективными сотрудниками, кадрами, если бы ты был полной противоположностью тому, к чему призывает Всевышний Аллах. И поэтому, уважаемые братья, нужно понимать то, что этот аят, он применяется ко всем к нам. И когда вот мы обращаем этот аят к себе, да, вот я, кто я, да, и вот после этого аята поставьте свое имя. Если бы ты, Салимджан, был таким же грубым и жестокосердечным, все бы разбежались бы вокруг тебя. Понимаете? И поэтому этот повод еще раз задуматься всем нам о том, какими мы являемся в наших
отношениях. И также вот нужно сказать, да, вот если Аллах Субханаху ва Тааля даровал тебе хоть какую-то маломальскую власть над кем-то, ты должен понимать, то, что если Аллах тебе вручил в твои руки, например, твою супругу, твою жену, даровал тебе детей, или даже хотя бы тебе дал в руки какого-то подчиненного одного, рабочего, там, помощника, там, да, ученика и так далее, да, нужно понимать, то, что этот человек, он не твой раб. Этот человек, он не призван, и ты его не покупал, ты им не владеешь. Он раб Всевышнего Аллаха. И поэтому мы, имея ответственность над кем-то, мы должны осознавать, что этот человек, он раб Всевышнего Аллаха, а не раб Салимджана, Ибрагима, Абдурахмана и так далее. Поэтому в отношениях необходимо проявлять как раз таки вот эту вот человечность. И более того, даже в нашем народе есть такая поговорка, да, выигрывает команда, проигрывает тренер. Она, конечно же, во многих контекстах используется, да, но действительно очень часто бывает так, то, что какое-либо предприятие, какая-либо организация, учреждение не достигают поставленных целей только лишь потому, что хозяин самодур, руководитель, он, как сказать, с людьми вообще не ладит. И поэтому у него и текучка, и поэтому с ним неприятно разговаривать, и поэтому с ним какой-то контакт выдерживать, вообще там противно находиться, да? Слово не говорит, кричать сразу начинает, сразу какие-то там подозрения какие-то нездоровые, да? И с этим человеком, как правило, никаких отношений не иметь не хочется. И более того, чтобы работать еще с ним, да, выслушивать это каждый день, да зачем мне такой стресс? Многие люди отказываются от этого. И поэтому это, конечно же, является поводом для всех нас, чтобы мы задумались. И также нужно помнить то, что без ошибок никого нету в этом мире. Без ошибок являются только лишь дети, когда они рождаются. Пока они не достигают полового созревания, совершеннолетия, даже если ребенок допустит какую-то ошибку, это не записывается. Ответственность от его действий сохраняется. Он разбил стекло, его папа или мама должны за это заплатить. Он сделал что-то, родители несут ответственность. Да? Однако тяжесть этого поступка перед Всевышним, ее нету. Почему? Потому что ребенок, он безгрешен. Его грехи не записываются. Однако, как только человек становится совершеннолетним, и его все деяния начинают учитываться, записываться, вот тогда понимаем, да, то, что каждый из людей раз или два, или даже может быть больше, допускают ошибки, ошибаются. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Куллю бани Адама хатта». Каждый из сынов Адама являются ошибающимися. И лучшие среди ошибающихся – это те, которые каются. Итак, значит, все люди ошибаются. Если я увижу в ком-то какую-либо ошибку, хотя в первую очередь я у себя должен искать ошибку, да? Но все же, если как я руководитель, как управляющий и так далее, да, как глава семьи, увижу ошибку, как я должен взаимодействовать с этими ошибками. Потому что то, что вот Всевышний говорит, ты был мягким по милости Всевышнего, если бы ты был грубым, жестокосердечным, а иногда, когда я хочу исправить ошибку, во мне возникает эта мысль, да, вот сейчас как дам там, да, чтобы больше в следующий раз подумал там хорошенько, да, или сейчас вот отругаю, лишу премии, лишу зарплаты, еще что-нибудь, да, в следующий раз будет уже думать перед тем, как допускать какую-то оплошность. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, исправление ошибок, он всегда применял различные способы, в зависимости от того, кто перед ним, насколько долго он в исламе, насколько он является богобоязненным, как приближенный он пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И приведу лишь два примера, известные примеры. Первый пример – Муаз ибн Джабаль, сподвижник, один из первых, кто принял ислам, ближайший сподвижник пророку, саллаллаху алейхи вассалям. В одном из хадисов говорится, лучший, знающий среди всех сподвижников, что такое халяль и что такое харам, это был Муаз ибн Джабаль. И однажды Муаз, он всегда совершал намаз вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, ночной намаз, айша намаз. А потом, после совершения с пророком, он уходил к себе, в свой район, в свой пригород, да, в свою деревушку, в свое племя, и там с ними совершал джамагат намаз, айша намаз.
Стоял имамом, а остальные, его близкие, они молились вместе с ним. И однажды он так долго читал Коран в намазе, что один из стоящих позади, он не выдержал, салям дал в обе стороны и ушел с намаза. И когда ему сказали после намаза, что такой-то, такой-то вышел из твоего намаза, он говорит, это, говорит, мунафик. Да? Это, говорит, лицемер. То есть такая была жесткая реакция, да? Как можно из намаза просто так выйти? Как можно устать от Корана? И этому человеку не понравилось, что его так называют. И он пожаловался пророку, саллиллаху алейхи вассалям. И когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, услышал это, он очень сильно разозлился. И что он сказал? «Афаттанун анта я Муаз». Ты являешься смутьяном, ты являешься фитначом. Ты что делаешь? Ты чем занимаешься? Почему бы вам не читать суры Шемс, Лейль, да, в ночных намазах? То есть это короткие суры, это не длинные суры. Сура Шемс это полстраницы, сура Лейль тоже полстраницы. Почему бы вам не читать не такие суры? И вот реакция пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Ты являешься фитначом? На самом деле это серьезные слова, да? Это не каждому такое скажешь. Однако, почему пророк, саллиллаху алейхи вассалям, позволил себе сказать эти слова в отношении Муаза? Потому что Муаз был близок к нему. И он принимал всю критику, которая была от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И даже если бы его пророк, саллиллаху алейхи вассалям, очень сильно отругал, Муаз бы это принял. И не стал бы обижаться на пророка, и исправил бы свою ошибку. Понимаете? И поэтому посланник Аллаха избирал метод, который подходит. Другой метод, когда однажды к нему пришел один молодой человек и говорит: о посланник Аллаха, разреши мне делать зина. Сделай мне дозволенный зина. Я молодой, гормоны кипят, да, силы много, разреши. И вот сегодня, да, вот если задать такой вопрос какому-нибудь там хазрату, допустим, да, интересно, как бы он отреагировал на это, да? Боролись, китманнан, там, я тебе сейчас там этот палкой там и так далее, да? Сложно представить, как бы отреагировали на сегодняшний день на этот вопрос. Однако посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не кипел, не ругался, не кричал, он просто сказал: ты желаешь ли, чтобы это совершили с твоей матерью? Он говорит: нет. И точно так же и другие люди не желают, чтобы это совершали с их матерями. Ты желаешь ли, чтобы это совершили с твоей сестрой? Он говорит: нет. И точно так же и другие люди не желают, чтобы это совершали с их сестрами. Ты желаешь ли, чтобы это случилось с твоей дочерью? И он так задавал ему вопросы, и он говорит: нет, нет, не желаю. И в итоге пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ударил его по груди. Даже не ударил, а коснулся груди и сделал дуа: о Аллах, укрепи его сердце. И этот молодой человек говорит: когда я пришел к пророку, самое желаемое действие это было зина. А когда, говорит, я, говорит, ушел от пророка, самым ненавистным действием стала для меня зина. И поэтому разность подходов к пророка, саллиллаху алейхи вассалям, к сподвижникам. Этот молодой человек, он, быть может, и не был так близок к пророку. Быть может, он был немножко наивен, да? Быть может, да, если бы пророк более жестко на это отреагировал, он вообще ушел бы из ислама и не стал бы приходить больше к пророку, а занимался бы тем, что он хочет, что ему подсказывает там его нефс. Однако нет. Именно правильно подобранный способ пророка, саллиллаху алейхи вассалям, привел к тому, что этот человек больше укрепился на истине, и его вера стала еще крепче. Поэтому, уважаемые братья, это, конечно же, большая тема, да? Это актуальная тема мягкости в отношениях и в семье между мужем и женой. Это актуально и в отношениях детей, да? Мы часто ругаем детей только лишь потому, что вот я сказал, а он там через полчаса ту же самую ошибку повторяет. Я вот запретил, а вот он через 3 минуты опять то же самое делает. И мы начинаем, как родители, да, закипать, ругаться там и так далее. Может быть, даже ремень, там еще что-нибудь, да. То есть, даже в этих отношениях у нас есть такая вот жесткость, такая вот, как сказать, такая прям твердость, да. Хотя дети, они же забывчивые, субханаллах. Они, чтобы пока выросли и приняли в себе ответственность, нужно пройти много времени. И поэтому потихоньку это можно все исправить, иншаллах. И на этом месте давайте остановимся. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.